Такое впечатление, что одесский бизнес живет отдельно от всей страны. К чему это я? Вчера я уже рассказывал о планах одной из местных фирм, оккупирующих благословенную Аркадию, выстроить на берегу многоэтажный гостиничный комплекс со всеми традиционными наворотами, фитнес-центром, конференц-залом, барами и ресторанами. Ну, о законности такого проекта повторяться не стану, как по мне, так типичный грабеж средь бела дня. Впрочем, этой стороной вопроса должны заняться правоохранители. Если не прав, извинюсь. Я о другом, о статистике. Вот свежие цифры. Объем выполненных в Украине строительных работ в январе-ноябре текущего года сократился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по итогам 10 месяцев спад составляет 10,2%. Последний рост был зафиксирован за 5 месяцев текущего года на уровне 0,3%. О чем это говорит? Да прежде всего о резком падении платежеспособности населения. Времена, когда офисный хомячок мог позволить представить себе в скорости Абрамовичем, ушли в небытие. Сегодня по Одессе гоняют, исполняя роль модернизированного извозчика на лимузинах типа Toyota Camry, бывшие ведущие менеджеры, специалисты по продажам и прочие. Деньги, взятые в кредит, надо возвращать, причем не в гривнах, а в стойкой мировой валюте. Предугадываю вопрос, а при чем тут стройка в Аркадии к строительной статистике? Отвечаю, если обывателю не за что покупать жилье, то откуда он возьмет деньги для отдыха, сняв номер в любой одесской гостинице, где цена койко-места выше, чем в Швейцарии? О туристах из-за рубежа и речи не может быть. Любой европеец предпочтет Грецию, Испанию или Португалию по причине дешевизны и высокого уровня обслуживания. Впрочем, пугающая статистика приходит не только со строительного фронта. Вот еще одно сообщение Госстата Украины. Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственным предприятиями Украины в январе-ноябре текущего года возросли на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете ведомства. Продукция животноводства увеличилась в цене на 10%, а растениеводство на 3%. В ноябре средние цены реализации сельхозпродукции выросли на 3%. И пусть нас не обманывает рост объемов реализации аграрного сектора экономики страны. Куда деваться рядовому украинцу? Кушать хочется. Теперь от цифири к жизни одесситов. Понятно, что падение такой отрасли, как строительство, коснется обывателя лишь косвенно. На стройках, как правило, вкалывают мигранты из Молдовы и приезжие из западных областей страны. Но на протяжении последних 10-12 лет именно строительный бизнес был одним из основных источников пополнения городского бюджета. Теперь он иссяк, засох на корню. И возникает естественный вопрос, каким образом городской совет вкупе с городским правительством собирается решать эту проблему, особенно на фоне подорожания продуктов питания. Ответ власти нам всем стоит держать в центре своего внимания.